Доброе утро, уважаемые коллеги. Прежде чем мы с вами начнем нашу еженедельную работу по понедельникам утром, я бы хотела сообщить об изменениях в руководстве окружной администрации города Якутска. В рамках горизонтальной ротации мы проводим кадровые изменения, и наш заместитель по финансам и экономике Михаил Сергеевич Воробьев переходит руководить акционерным обществом теплоэнергии. И на его место с сегодняшнего дня приступает работать, даже таблички еще не успели поменять, оказывается, Максим Макарович Трофимов, которого вы все прекрасно знаете. Я бы хотела сказать, что под руководством Михаила Сергеевича за прошедший год проведена огромная работа, свидетелями которой вы все являлись. В частности, в самом начале, после вступления в должность и прихода нас всех к работе, к руководству окружной администрации, мы столкнулись с значительными финансовыми обязательствами, которые не были предусмотрены в бюджете 2019 года. И вы знаете, мы в срочном порядке должны были изыскать 500 миллиарда рублей для того, чтобы город Якутск мог принять участие в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме всего прочего, не были предусмотрены арендные платежи по объектам, которые ввелись в эксплуатацию и сейчас готовятся принять детей по программе государственно-частного партнерства. Эти деньги вовсе не были заложены в бюджете. Также необходимо было изыскать деньги на проектно-сметную документацию проектирования мусорного полигона. Проделан огромный объем работы по оформлению земельных участков, и сейчас мы продвигаемся по переводу из лесного фонда, из федерального фонда в муниципальный фонд земельных участков для многодетных семей. Мы надеемся, что к концу года мы получим первые юридические результаты. Мы построили уже 5 теплых остановок, готовимся еще построить 3. Под руководством Михаила Сергеевича мы смогли снизить проезд в городских автобусах до 28 рублей, а также смогли изыскать возможности в 2020 году с 1 января снизить, сделать бесплатным проезд для школьников по 11 класс из малообеспеченных семей. Запущены очень интересные инвестиционные проекты по строительству на месте старой бани Чернышевского. Благодаря усилиям Михаила Сергеевича и его команды удалось вернуть в муниципальную собственность здание бывшего комплекса «Ниагара», в котором в следующем году откроется учреждение дополнительного образования. Ну и еще очень-очень много работы было проделано командой Михаила Сергеевича. Поэтому на смену Михаилу Сергеевичу заступает Максим Макарович, человек в городской администрации не посторонний и не новый. Ранее он уже работал в окружной администрации. Особенно ценно, что Михаил Макарович начинал свою работу рабочим в одной из электрических компаний, затем работал долгое время в системе Министерства финансов, работал в банковской системе, работал в руководстве окружной администрации, выпускник Санкт-Петербургского, или тогда еще Ленинградского, Института финансов и экономики, выпускник Академии народного хозяйства, повышение квалификации недавно в Московском энергетическом институте. И поэтому, конечно, мы посидели, поразмышляли. Михаил Сергеевич у нас, в принципе, он в основной своей деятельности он коммунальщик, он работник коммунальной сферы, что, в принципе, нам очень помогло при формировании бюджета и изыскании дополнительных средств. Несмотря на то, что мы по первости немножко подрезали ЖКХ, перезимовали мы нормально, в этом заслуга и Владимира Юрьевича, конечно. А Максим Макарович все-таки прежде всего финансист и экономист. И поэтому такое горизонтальное перемещение, горизонтальная ротация усилит обе позиции. Поэтому разрешите приветствовать Максима Макаровича и поблагодарить Михаила Сергеевича за проделанную работу, пожелать ему удачи на новом месте. И я думаю, что теплоэнергия сейчас получит определенный новый импульс для развития. И разрешите вручить нашему Михаилу Сергеевичу почетную грамоту.